Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 19 июля 2027 года, 16 часов 7 минут по Берлину, 17 часов 7 минут по городу Джахару. Друзья, я вас всех приветствую. Так, стрим у нас вещается на канале в YouTube Reality и на канале Асан Арцуев TikTok. А сегодняшний свой стрим я озаглавил следующим образом. Шок. Путинские хакеры атаковали США. Мировой сбой Windows. Вопросительный знак. Давайте об этом и многом другом поговорим. Перед тем, как начать, как обычно, я бы хотел вас ознакомить. Во-первых, предупредить всем, кто находится в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не ставить лайков, не писать комментариев и не распространять ссылку на наш стрим. Все остальные прошу в 10-кратном размере все это делать. Все, кто не находится в фашистской России, либо во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И как обычно, сводки с фронтов от Генерального штаба Збройных сил Украины. На 19 июля 2024 года уничтожено и ранено 980 террористов, 5 танков, 19 боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, 1 антиаэркрафт, 42 БПЛА, 3 крылатые ракеты, 76 автомобильной техники и цистерн. Слава ЗСУ, слава Украине! Слава вооруженным силам Украины. Итак, сейчас, друзья, я тут одну секунду, друзья. Сейчас мы тут быстренько. Проведем кое-какие манипуляции. Итак, немножко опоздал. Так, все нормально, мне кажется. Так. Давайте о главной теме начать. Сразу начнем с главной темы, которая сейчас коснулась западной части мира, скажем так. И именно поэтому, на мой взгляд, за этими хакерскими атаками могут стоять путинские, русские хакеры. И знаете, вчера как раз мы обсуждали тему остановки 4-го реактора на Ростовской атомной электростанции. Там что-то у них произошло, и произошло сразу же, сегодня произошло вот это событие в мире. Давайте зачитаю, что тут говорит нам, о чем нам говорит Радио Свобода. Сбой Windows затронул компании и авиатранспорт по всему миру.
Аэропорты, вокзалы, банки, супермаркеты, телеканалы, правительственные учреждения, больницы и аптеки разных стран мира не работали с утра 19 июля из-за глобального сбоя в компьютерной операционной системе Windows. Сбой затронул компании в США, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Индии, Гонконге, Турции, Израиле, ЮАР, Великобритании и других странах Европы. Крупнейшие авиакомпании приостановили полеты, пока сообщается о более чем 1000 отмененных рейсах. В аэропортах наблюдается хаос. Лондонская фондовая биржа прекратила публикацию новостей. Вообще апокалипсис, да? Британский телеканал Sky News и телеканалы ряда других стран из-за сбоя не смогли выйти в эфир. Футбольные клубы, в том числе Манчестер Юнайтед, не продают билеты на матчи. Компания Thousand Eyes, занимающаяся мониторингом интернета, оперативно обновляет карту зафиксированных сбоев в мире. И я вам скажу, эти сбои происходят, вот на карте я сейчас вижу, это Соединенные Штаты Америки, по всей видимости на Кубе, или может быть это какие-то острова рядом с Кубой, и европейские страны, и Япония, Австралия, вот эти места. На Россию не коснулось это все по какой-то странной причине. На гаджетах появляется синий экран. Сообщение Windows было остановлено, чтобы предотвратить повреждение вашего компьютера, передает Sky News. Корпорация Microsoft сообщила, что сбой операционной системы Windows 10 произошел из-за ошибки в обновлении антивируса CrowdStrike. Компания утверждает, что это не было кибератакой и уже принимает меры по смягчению последствий. CrowdStrike подтвердили, что сбой связан с отправкой ее обновлений Windows. Обратите внимание, в чем причина, они говорят. CrowdStrike подтвердили, что сбой связан с отправкой ее обновления Windows. Проблема была выявлена, изолирована и исправлена. Мы направляем клиентов на портал поддержки для получения последних обновлений и будем продолжать предоставлять полные и непрерывные обновления на нашем веб-сайте, написал гендиректор Джордж Курц. Microsoft впоследствии также подтвердили устранение основной проблемы, но отметили, что пользователи еще могут ощущать остаточные последствия сбоев. О сбоях в российских компаниях не сообщается. Московский аэропорт Домодедово подтвердил, что сбой его не затронул. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ресурсы Кремля также работают без сбоев. По масштабам эксперты сравнивают сбой с последствиями кибератаки в Вани-Край в мае 2017 года, когда были затронуты примерно 300 тысяч компьютеров в 150 странах мира, пишет BBC. Из-за сбоя CrowdStrike может потерять пятую часть своей стоимости или 16 миллиардов долларов. Это выяснится после открытия американских фондовых рынков. Так, я хотел еще есть компания, работающая в сфере информационной безопасности, CrowdStrike. Это американская компания, которая разослала новые обновления, и из-за этого произошел сбой. Они говорят, что это была не хакерская атака, но исходя из того, что мы можем предположить, утверждать мы пока ничего не можем, конечно же, и даже, скорее всего, даже если будет установлена связь России с этим, нам могут об этом просто не сказать, потому что это такой колоссальный удар, пропущенный Западом, что это будет, не очень хорошо в этом признаваться. Поэтому мы можем предположить
чисто гипотетически, что произошла атака на Ростовскую атомную электростанцию, может быть, это было какое-нибудь тестирование самих русских, может быть, это были украинцы, может, это был еще кто-то. И одновременно вот с этим миллионы россиян остались без света, мы знаем. Русские тоже не признали, что это была атака. Мы все это предполагаем, только гипотетически мы об этом говорим. И сразу же через день происходит вот это глобальный IT-сбой во всем мире, в западном мире, скажем так. И все происходит потому, что CrowdStrike отправил обновление. Может быть, CrowdStrike находились зараженные какие-нибудь обновления, программы, может, там находились агенты, хакеры российские, может, они владели хакеры, находясь где-то в другом месте, владели компьютером этой организации и при помощи этого сделали. Но все вот эти вещи, они, на мой взгляд, абсолютно не случайны. И мне кажется, что ближе к выборам Соединенных Штатов Америки мы чаще будем видеть такие вещи, как для дестабилизации обстановки в Соединенных Штатах. И, по всей видимости, нам предстоят очень интересные времена. Давайте об этом и о другом поговорим. Всех приветствую, друзья, снова. Так, как вы видите, наши ненаглядные троллики, как всегда, на месте. Мы немножко их ограничим, потому что сегодня я не расположен играться с этими чудиками. И просто пообщаемся. Все, куда делись? Куда делись? Че, куда вы? Разбежались? И все, что ли? Это все, что вы можете? А где же ваши хакеры? Что вы не можете пробить мой запрет? Не можете, не можете. Ну, давайте тогда я вам еще почитаю, какие сбои происходят во всем мире. Что такое синий экран смерти? Пользователи персонального компьютера знают, что существует целый ряд сообщений об ошибках, которые могут вызвать панику и разочарование. Но те из нас, кто уже сталкивался с так называемым синим экраном смерти Windows, почувствовал боль тех людей по всему миру, которые стали свидетелями этого явления сегодня. Это то, что появляется, когда возникает критическая ошибка, влияющая на работу вашего компьютера. В данном случае сопровождающаяся бесконечным циклом попыток перезагрузить и запустить его должным образом.
Синий экран смерти может быть вызван проблемами с оборудованием или программным обеспечением. Но, как сказал Джо Тайди в предыдущем посте, это не самая простая проблема для устранения. И еще сложнее, когда имеешь дело со сложными программными ошибками. Несмотря на то, что CrowdStrike заявляет, что обнаружила и устранила ошибочные обновления, приводившие к зависанию устройства Windows. Тем, чьи устройства оказались в этой ситуации, все равно придется предпринять собственные действия. Но у меня на компьютере тоже стоит, кстати говоря, Windows, но в Германии, по крайней мере, на моем компьютере этих проблем не произошло. Так, салам алейкум, Аслан. Алейк салам, привет участникам беседы. Верно, с ником верно. Привет из Крыма, да? За победу недовеликой Русни. Наталья Кожедуб, а что вас подвигло тому, что вы предали свою страну? За что вы так ненавидите русский народ и украинский народ, что вы вовлекли их в эту страшную войну? Алейкум ассалам, Чернев. Приветствую. Приветствую. Приветствую вас, приветствую. Без вас, без хейтеров вообще не интересно. Вообще не интересно. Ну, сегодня у меня голова болит. Я сегодня... Такая жара у нас стоит вообще. Страшная просто. Жара стоит неземная. Истек я потом каленый воздух глотая. Почти 1400 рейсов отменены по всему миру. По данным аналитической компании Cirium, на сегодня по всему миру было запланировано около 110 тысяч коммерческих рейсов, из которых по состоянию на 11:00 по британскому летнему времени 1390 были отменены. Ниже приводится национальная разбивка. Мы надеемся вскоре получить обновление данные по Великобритании. США отменено 512 рейсов, Германия 92, Индия 56, Италия 45, в Канаде 21 рейс отменены. Интересное кино получается. Знаете, мне вновь и вновь хочется сказать, не упрек, конечно, сказать, но, знаете, политики – это такие люди, которые должны думать о будущем. Они должны думать, что произойдет через 10 лет, что произойдет через 20 лет. И сегодня, через 30, 50 лет, 100 лет. И люди, которые облечены властью, которые указывают, как людям жить, они должны думать о будущих поколениях, так известные политики. Но вот до этой сегодняшней ситуации, в войне против Украины, фашистской России, способствовал весь мир, да, Украина тоже, то руководство Украины, которое было тогда во власти, когда был геноцид чеченского народа, весь западный мир, который согласился с тем, что геноцид, убийство, народоубийство убийство чеченского народа является внутренним делом России, вот мы получаем то, что фактически
заслужили. Вот к чему мы пришли. Джохар Дудаев сказал, если вы сегодня говорите, что Чечня внутреннее дело России, то настанет день, когда Европа станет внутренним делом России. Я хочу сказать, что Европа уже стала внутренним делом России. Здесь так много российской агентуры, ГРУ, ФСБ, что они в любой момент могут, ну им немножко нужно рискнуть, правда, потому что ждут европейские, западные спецслужбы, правоохранительные органы, чтобы начать их выявлять, гасить их массово. Ну, их тут очень много, очень много. Они ведут себя сейчас потише, правда, но все равно нагло, демонстративно. Здесь есть, в Бельгии живет один деятель, он как-то обратился ко мне, я вырежу, наверное, этот кусок, выложу отдельно, я получил интересную такую информацию. Этот человек обратился ко мне, что ему там сказали, и от Ахмеда Закаева, от Умара Исмаилова, который живет в Берлине, представителя Ахмеда Закаева. И ему сказали убить Мансура Старого, Имрана Алиева, блогера, помните, наверное, и Минкаила Мализаева, там, и еще там какая-то была информация. И вот этот мерзавец обратился ко мне, представился, что его хотят, что он якобы, он был какой-то военнослужащий, ну какой-то правоохранитель в Чеченской республике Ичкерия, который там давал присягу там защищать Ичкерию там, и так далее, потом бежал сюда, и вот тут теперь они его хотят склонить совершать убийство. Я искренне верил, что этот человек, ну как чеченец может быть таким подлецом. Живет в Европе, ничего ему не угрожает. Он лгал мне и, видимо, пытался подобраться ко мне, потому что он сейчас говорит, что он хотел со мной встретиться, и я никак с ним не встречался. Я вообще не чувствовал никакой угрозы с его стороны, потому что я думал, что этот человек на самом деле нуждается в помощи и видит Бога. И я искренне все, что я мог, делал для этого человека, чтобы обезопасить его, хотя он боялся, не доверял. Ну, как выяснилось, оказывается, он просто так лгал, что мне казалось, что он просто мне не доверяет там, и так далее. Ну, короче, последние пробы агент ГРУ, последние пробы мерзавец просто. Затем, когда я обращался в полицию, я ему сказал, что ты мне звонишь. Массовое убийство, убийство 2 и более людей, заказы, это очень серьезное преступление. Ты мне звонишь, мне рассказываешь это, зачем ты мне это говоришь? Надо это сказать полиции. Он сказал, да, я обязательно все скажу, нужно подготовиться, 3, 10 и так далее, и так далее. Он сказал мне, можно сказать. И там Минкаил Мализаев был, есть такой блогер. У него были проблемы с получением позитива в Германии. И благодаря этому я хотел помочь Минкаилу Мализаеву получить политическое убежище. Но в итоге оказалось все это обманом. Это делалось, видимо, для того, чтобы добраться до меня, потому что этот человек работает на ГРУ, на российскую военную разведку. Он потом начал оскорблять меня, выходить со мной в эфир, там, угрожать мне, оскорблять, там, 3, 10. Сейчас у него большие проблемы там с детьми, там такая грязная семейка, по всей видимости, сам человек, ну, морально можете представить, что это за человек, которому заказывают убийство, и он потом человеку, который ему искренне хочет помочь, он его хочет обмануть и убить. Я его назвал полукиллером в полукедах.
Сейчас у него тоже очередная проблема, там разные слухи ходят. Сам он рассказывал не очень лицеприятные слухи, вещи. И сейчас он ходит, упрашивает, что он готов сделать все, что угодно, любого человека убить. Главное, помогите, у него там дочь отобрали. Не буду сейчас озвучивать, по какой причине, как это всего лишь слухи, но слухи очень неприятные. И готов, его зовут, сейчас я вам скажу его полное имя, его зовут Магомед Цуцуев, короче говоря, его зовут. И он готов, говорит, я готов выехать в Чечню, ему нужны деньги, помочь вывести детей. И тут ходит, ко всем обращается, ищет возможность перебраться домой. Так как он уже рассекречен, уже понятно, что это агент российских спецслужб, в частности ГРУ, которая тут в Европе орудует. И уже открыто он начал, понимая, что ему грозит депортация, понимая, что его отсюда будут вышвыривать, он начал открыто уже, ну, было понятно, мне потом уже было понятно, что это агент, стукач российских спецслужб, но потом, когда уже он понял, что его будет депортировать, он начал голосовать под камеру за Путина, вывесил флаги Кадырова, ну, российские вот эти флаги, которые оккупационные флаги. И вот такие вот деятели очень много, и их пока, к большому сожалению, массово не зачищают. С другой стороны, когда будут зачищать этих деятелей, всех, кто связан вот с этими такими же товарищами, их тоже будут выпроваживать. И вот тогда поднимется вой. Я ни при чем, я не виноват, я не знал. А то, что эти люди являются пророссийскими, фактически инструментами, а таких будет сейчас много, эти люди будут выезжать к себе туда, посадить здесь особо оснований нет. Но депортировать основания спецслужбы всегда, если они знают информацию, всегда имеются. И в соответствии даже с Конвенцией о беженцах, если лицо представляет угрозу национальной безопасности, то, конечно, его можно депортировать. Даже если у него есть все основания, как он говорит, получить убежище. Ну вот такая вот ситуация, которую я вчера получил. Такая информация интересная. И эти люди перед тем, как уезжать, будут совершать преступления. Потому что им фактически, ну, как бы уехать туда без денег. И, ну, как бы, нужны же деньги, хочется денег, как закаевский майор Джамбетов, который, тоже говорят, получил деньги. И тоже являлся, не стал, а являлся их работником, их агентом. Как-то так, друзья. Вот такая вот на сегодняшний день ситуация у нас тут в Европе. И Европа стала внутренним делом России. Что нам, чеченцам, нужно сделать? Скажите, что бы вы сделали бы, если вы были на месте чеченцев? Если вас уничтожает весь мир, вернее, Россия уничтожает, а весь мир способствует этому. Закидывает вас в Интерпол, объявляет вас международными террористами, потом вместе с Россией борется с этими международными террористами. Вот здесь ведь находятся представители ГРУ не просто так в Европе. Они находятся на законных основаниях, они вместе с Европой борются с международным терроризмом. Правда, там упускается момент, что этот международный терроризм создает сама Россия. Вот эти, кто здесь находится, они и есть те самые международные террористы.
И вместе с ними они борются с теми, на кого укажет Россия. Да, иногда они тоже попадают, их агентура тоже попадает, их вот эти марионетки, миньоны тоже попадают под раздачу, попадают под пресс европейских, западных спецслужб, западной правоохранительной системы. А что, посидят несколько лет, уедут к себе туда, будут героями, отсидел в европейской тюрьме, выучил язык, получил там медальку, и все, он приезжает домой, у него уже там, короче, нормально. А простому чеченцу что делать? Простому чеченцу, который в силу своей глупости, необразованности, в силу массовой пропаганды попал вот в эти тиски международных террористов. Да, мы все мусульмане, почти все. Ну, правда, есть некоторые деятели, которые прячут свои лица и не мусульмане. Ну, почему они этого боятся, если они верят в то, что делают? И вот эти люди, пострадавшие, весь чеченский народ пострадавший, и почти весь чеченский народ мусульмане, мы, получается, оказываемся между молотом и наковальней. И только лишь за то, что мы мусульмане, нас подвергают прессу, нас уничтожают, сажают, нас пытаются переделать. Представьте, ведь получается, что это подлость, это предательство. И все это происходит, задумайтесь, в каком абсурдном мире, в какой абсурдной ситуации мы оказались. Чеченцы, борющиеся за свою свободу, имеющие все юридические основания получить убежище, политическое убежище на Западе, находятся во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, некоторые сражаются, некоторые уезжают, но под видом вот этих борцов за свободу и независимость сюда выезжает российская агентура, то есть Запад сидит, раздвинув ноги, помните, как в рекламе Ван Дам на 2 грузовиках раздвинул ноги и сидит, вот так сидит Запад. Он должен соблюдать международное право, принимать тех, кто реально преследуется по политическим мотивам, принимает российскую агентуру, не всех, конечно, но часть, взаимодействует с этой агентурой, потому что у них есть адвокаты, у них есть деньги, они знают права, они знают, соответственно, если есть адвокаты, знают, как получать политическое убежище. И, соответственно, Запад, пытаясь помочь чеченцам, которых он же кинул, ну хотя бы примет, особенно в первое время, когда у нас там шло сопротивление, борьба, тогда было выгодно Западу поддерживать. И принимались чеченцы, принимались агентура. И потом нас всех объявляют террористами. И реально, кто реально на самом деле боролся, у которого у всех убили, он оказывается в такой информационной, пропагандистском просто матрице в этой. Он не знает прав, у него нет денег, его все преследуют, его Россия на самом деле преследует. На самом деле, не выдумано, не фейково, а на самом деле преследует. Здесь, в Европе, очень много чеченцев убито. И бесследно тела исчезли, их закапывают. Здесь огромное количество лесов. Похищали, убивали, похищали человека по дипломатической почте, вывозили его в Россию, а потом казнили. Ну или бесследно он исчез. Вот такая вот ситуация. А давайте задумаемся теперь на секунду. Вот эти все борцы с международным терроризмом, и русские, и чеченцы, которые за Россию, они здесь окопались, обустроились, коррумпировали очень много кого здесь, в Европе. И
в итоге получается на закон, уже с гражданством, люди, получившие гражданство, на законных основаниях находятся в Европе и представляют лютую, просто смертельную угрозу национальным интересам вот этих стран. И теперь их нужно как-то выделить, вычленить, потому что вот эти люди, кто собирал себя, знаете, какой-нибудь там, вот меня, например, Закаевский там представитель из его правительства, агент ГРУ, российской разведки, пытался вербовать, и он рассказывал, что там воевал, там у него там жена на ранение получила, там третье, десятое, там оказалось все там банально криминал просто. Он там криминал сделал, там какие-то у него там разборки были и такие вот разные там вещи были. Но вот такие люди собирают вокруг себя молодежь, объясняют, как они боролись против русской империи, там третье, десятое. Эта молодежь верит, эту молодежь переписывают, собирают. И фактически ее потом можно использовать дальше и против Запада. А что потом начало делать чеченское сопротивление здесь, вот, в кавычках чеченское сопротивление, ГРУшное, российское, якобы чеченское сопротивление здесь в Европе, они начали радикализировать, и враг стал не Россия, а все кафиры, то есть неверные. Понимаете? То есть, фактически приняв здесь вот этих людей, эти люди начали чеченцев делать врагами, вот нормальных, свободных, независимых чеченцев, которые не работают на Россию, молодежь. Их начали делать, им начали закладывать программу. Смотрите, они же вместе нас убивают. Они вместе борются с международным терроризмом. Понимаете? Они таким вот образом, и да, и реально выдавали, Германия выдавала, которых убивали людей, сажали на длительные сроки. Вот в какую вот систему загнал себя Запад, загнала себя Европа, загнал себя весь мир. И теперь что нужно сделать, чтобы вычистить? Всех просто выкинуть отсюда. И усиленно, зная, что их будут выкидывать, Россия хочет, чтобы всех чеченцев отсюда выслали. Понимаете? Россия хочет, чтобы если ее агентуру, которая уже засвечена, там печатей ставить негде. Они говорят, здешние представители говорят, мы знаем, мы почти, многих знаем, почти всех знать, наверное, невозможно. Но мы знаем все, мы представили к их пистолету, к голове пистолет. Курок взведен, достаточно нажать на курок. И все, мы в любой момент можем их нейтрализовать. И вот они вот такими вот способом, зная, что их будут выкидывать отсюда, они хотят вытянуть всех чеченцев за собой. Представь, какой обман, какой колоссальнейший обман происходит. Русские Путин, ФСБ, взрывает свои дома, потом, выступая, говорит, что ведь государство не справится, это вызов всему обществу, всему народу, прячется за российский народ, сами взрывают российский народ, прячутся за российский народ, выставляют вперед это, воевать-то кто-то же погибать должен, вот сейчас как в Украине, выставляют их вперед, КГБшники. Затем, когда война, геноцид чеченцев идет, они говорят, что это воюет не русский народ против них, не российский народ против них, а все кафиры воюют. То есть весь немусульманский мир получается. Это миллиарды людей получается, воюют против чеченцев. Обосновывают это тем, что, вот смотрите, они же борются с международным террористом. Вот ты же борешься вот против России. Ты террорист международный. Афганцы борются там, кто-то, иракцы борются, еще кто-то борется. Еще много-много разных, на самом деле, террористов. Хамасы, там, исламские джихады, мамады, там, кого только нет, этих разных террористов. И таким
Вот образом русские прячутся за всех неверных для вот мусульман, да, для всех, для христиан мусульмане неверны, для иудеев там христиане, мусульмане неверны. Все как тот, кто не молится, как ты, не поклоняется, как ты, для верующего человека, он неверный, то есть неверным путем идет, неверно поклоняется. Вот в какую вот эти спецслужбы, они создают вот эти разные а, схемы, какие-то там свои проекты, и потом сами не знают, как из этого выбраться. И потом сами на свою же голову, на голову своих народов обрекают ну, страшные последствия. И сейчас, чтобы вычистить вот эту всю агентуру, надо будет выкидывать тех, кто вообще ни при чем. Я знаю некоторые люди, которые абсолютно не российские. Вот до последней своей молекулы. Они не российские, не пророссийские. Но они тоже попадут под эту раздачу. Потому что у них борода. Они тоже говорят, что все кафиры заодно. Они все нас уничтожают, все нас истребляют. А вот в эти тонкости, трудности вникнуть, разобраться, это очень сложно. Я только сам сейчас в этом во всем разбираюсь. Вот такая вот интересная загогулина получается. Вот из всего этого. Вот такая вот интересная загогулина. И России нужно, чтобы нас здесь не было. Потому что если мы в большом количестве, свободные чеченцы, останемся здесь в Европе, то мы будем представлять для России угрозу. Потому что будет суд над террористическим образованием несостоявшейся фашистской, так называемой Российской Федерации. А этого нужно избежать любой ценой. Как русским оккупантам, так и коллаборантам чеченоговорящим, которые больше, чем русские, заинтересованы в том, чтобы не было суда. Потому что русский там уедет к себе, а этим-то оставаться. И они уже так перешли черту, что пощады, прощения никому из них не будет. Вот такая вот интересная ситуация по вине недобросовестных, я не знаю, лицемерных, аморальных, как угодно их называйте, политиков, которые довели эту ситуацию, в том числе коррумпированных политиков, в том числе на Западе. Вот такая вот интересная ситуация. Вот такая вот ситуация. Давайте почитаем ваши комментарии, друзья. Валейк салам, мыш Магмус. Так. О, смотрите, я тут смотрю. Валейк салам. Только Россия не понимает, что когда Украину возьмут, начнется всемирная без всяких спецопераций. Татьяна, мировая война уже идет. Мировая война уже идет. А сам думаешь, Запад на нашей стороне? Пока что мне совсем так не кажется, к сожалению. Нет, я думаю, Запад на своей стороне. Запад, Европа, они на своей стороне. Им глубоко плевать, что будет с чеченским народом. Я в этом уже убедился. Абсолютно глубоко плевать. Сейчас начали немножко понимать, что происходит, к чему мы идем. Во время геноцида чеченского народа
Все в десны целовались, как принято говорить, с Путиным. У нас здесь в Германии проходила раньше и сейчас проходит, но уже без Путина, Мюнхенская конференция по безопасности. Так там Путин почетный гость был. Он им столько информации сливал. В арабском мире Советский Союз имел очень большие связи. Во всех этих террористических организациях русские всегда себя чувствовали очень хорошо и вольготно. И уже из поколения в поколение, там, начиная от Ясера Арафата, заканчивая там разными другими одиозными террористами, Россия всегда была в этих террористических системах. И она давала информацию, она выявляла, знаете. А здесь, ну здесь, я не знаю, как они собираются с этим, или они не собираются бороться. Но Европа уже стала внутренним делом. Если отдаст Путин приказ, в одночасье они могут вот как начать на хакерские атаки совершать, они могут начать проводить террористические акты, здесь может вполне находиться ядерная бомба, которую они как вывозили чеченцев в почте, почтовых своих этих. Ну, конечно, за коррупцию однозначно. Также они могли завозить сюда атомную бомбу, химическое, бактериологическое, любое другое оружие. Так что нам предстоят очень интересные времена. И все виной то, что Запад потакал, он отошел от своих принципов, которые он декларировал, о которых он кричал. Понимаете, что все построено на правах человека, что главное это права человека, что главное должно быть, чтобы свобода личности, там, третье, десятое. На примере чеченцев, на примере геноцида чеченского народа, мы увидели, что это не так. Это совсем не так оказалось. Понимаете? Путин приезжал на Мюнхенскую конференцию по безопасности, и там плясали перед ним. Задавали вопросы такие беззубые, на которые он отвечал: хотите, приезжайте, мы вам сделаем операцию, у вас ничего не вырастет. Мы там это сделаем. Такой парень, который гасит всех. Миллиарды сюда загонялись. Просто ужас, что был. Вот такие вот дела, друзья. Давайте почитаем ваши комментарии. Давайте здесь в ТикТоке почитаем. Тут много комментариев в ТикТок. Маш Воль Асан, вы слышали о петиции итальянцев Европарламента о признании Чеченской Республики? Я не знаю, Гамлет, что такое Чеченская Республика. Я знаю, что такое Чеченская Республика Ичкерия. А тот итальянец, которого зовут Франческо Бенедетти, является, я не знаю, умышленным врагом чеченского государства и народа, либо он является таким болваном, которого оболванивают. Но вот эта радикальная партия, она вроде бы делает хорошие вещи, в которые входит вот этот Франческо Бенедетти. Ну, на самом деле, занимается полной туфтой. Понимаете? Франческо Бенедетти занимается фальсификацией истории чеченского народа в угоду пророссийских сил. России, то есть. Поэтому все вот эти его петиции, признания. Мы эти петиции, знаете, сколько написали? Мы сколько уже это сделали? И, как вы видите, не придет, Украина признала. Когда признала Украина? Через 10 лет, через почти 10 лет войны против ее государства Украина признала и отправила заявку в Организацию Объединенных Наций. И это
было по многократному заявлению Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому не слушайте каждых проходимцев, которые пытаются сделать себе какие-то там бонусы на нашем горе. Понимаете? Это человек-проходимец, это человек тот, которому я объяснял все эти вещи досконально, до мелочей. Он меня выслушивал и продолжал делать. Он всех, кто был врагом чеченского государства, он их обелял еще со времен Дудаева. Все, кто писали России, ведите войска, помогите нам, Дудаев там плохой, там он там узурпатор власти, третье, десятое, помогите нам, Россия, там победить там Дудаева и так далее, и так далее. Вот этих людей этот Франческо обелял, пытался обелить. У него ничего не получится в чеченском обществе, но для англоязычной, для итальянской, конечно, да, вот владеет, он владеет кое-какой информацией, он риэлтор по сдачам квартир, маклер, это вот тут называется. Ну вот такой вот деятель. Поэтому все это туфта. У нас есть единственная легитимная власть, это президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, который стоит с первых дней и до конца, до сегодняшнего дня, на позициях, на которых не сходит, на независимости, суверенности, свободе чеченского народа, привлечении к ответственности военных преступников. Все остальные прыгают вправо, влево, перескакивают там куда угодно. Главное, чтобы бабки платили. И знаете, меня в чем обвиняют вот эти все, вот эта вся кодла бандитская, ГРУшно-бандитская кодла, которая здесь находится. Россия выделяет миллиарды на все это, на всю эту деятельность. Сюда, здесь, в Европе, на всю вот эту всю свою агентуру. И я отказываюсь от всех. Они меня там на форум, экономический форум в Польшу звали, там меня денег предлагали, ну все мне предлагали. Они пытались всячески меня задобрить обманом, лестью, деньгами, ну всем угрозами, там, ну все, кто меня знает, смотрит, они знают. Потому что я все выкладывал и говорил, все, что со мной происходило, потому что, чтобы знали, потому что я не знаю, смогу ли я провести следующий стрим или нет. И они зарабатыванием денег занимаются. Им плевать, что произойдет с чеченским народом. Им плевать, что будет, нас отсюда депортируют, там, обзовут нас там террористами, исламистами, там, испортят нам репутацию. Главное заработать денег. Вот что им нужно. Вот что они хотят сделать. И их вот возмущает, что я не беру денег, я ни на что, я все это отметаю, вот я говорю про свое. И мне реально кажется, что они больные люди, больные, они не гнушаются ничем зарабатыванием денег. Они думают, что я больной человек, психически, как это отказываться от денег, от таких же возможностей. Им не предлагали те возможности, которые мне предлагали. И они думают, ну вот гад, что это он затеял. Как-то так, друзья, давайте, ладно, оставим. Равсан, ты как заявил, что ты против народа, в частности русского, ничего не имеешь? Я не против какого народа не имею, я не могу иметь ничего против каких-либо народов. А почему такой ты вопрос задаешь? Алтитан или Аититан? Что ты имеешь в виду? А разве бывают хорошие и плохие народы? Бывают хорошие и плохие люди.
Салам маршал, Вигаду. Провал России будет только тогда, когда Кавказ отделится. Ну, смотрите, Кавказ отделяться, вот мы сражались. Мы сражались так, как никто и никогда не сражался. Против многократно, стократно превосходящих сил. Про информационную, там, спецслужбы, все это я даже молчу. Просто в военном плане. Ресурсов, человеческом, финансовом плане. Никто на Кавказе не поднялся. Отдельные смельчаки присоединялись, помогали с каждых народов на Кавказе. Но такого не было, чтобы народы поднялись. Если кто-то питает себя иллюзиями, что кто-то поднимется, дагестанцы поднимутся, ингуши. Ингуши один из самых малочисленных народов на Кавказе. Если они поднимутся, их утопят в крови в 2 секунды, в 2 счета. Самые большие народы, это республики населяют, это, например, чеченцы и дагестанцы, дагестанские народы. Дагестанцы не поднимутся. Абсолютно, я могу сказать, уверенно, не поднимутся. Да, будут какие-то там отдельные смельчаки, как всегда были в Дагестане. А так, чтобы народы поднялись, этого не будет. Понимаете? Чеченцы же, вот я с Гарри Табахом разговаривал, вы все это видели. Он говорит, ну, вы должны что-то сделать. Так мы уже сделали. Мы уже сделали, что могли. Мы постгеноцидный народ. Понимаете? У нас комментарии перед каждым своим стримом. Я говорю, не пишите комментарии, не ставьте лайки. Вы понимаете, в каком состоянии находится чеченский народ? Мы в заложниках. У нас сотни тысяч, или 100 тысяч, или 200 тысяч. Оккупационный контингент. Агентура пронизана. Каждый населенный пункт. ГРУ, ФСБ, стукачи, все как положено. Выявили всех, кто был против России. Убили всех, кто был против России. Репрессировали всех, кто был. Да, есть люди, которые не разделяют российские взгляды, но они разобщены, нет оружия, нет веры никому. Кому мы должны поверить? Западу. Я не буду призывать чеченцев подниматься против России. Никогда на данном этапе это смертельно для чеченцев. Мне важен чеченский народ. Мне важен чеченский народ. Понимаете? А нам потом, сейчас, когда кому-то нужно, украинцам нужно, американцам нужно, Европе нужно. Ну давайте. Что мы дадим? Мы закончимся. Мы на грани исчезновения. У нас здесь через одного агентура здесь. И люди разочарованы. Люди разочарованы в Западе. Не зря же всех кафирами называют. И говорят, что вы с ними заодно. С русскими. Потому что это же не просто так сказано. Что жили себе чеченцы, победили или не воевали вообще. А тут кто-то пришел им говорит, смотрите, эти немцы такие же, как русские. И чеченцы, да, мы, конечно, все кафиры, все заодно. Нет, это было не так. Это было не так. Это было после того, когда весь мир отвернулся, плюнул на нас. А сколько немецких журналистов у нас дома работало. Как мы им верили, этим немецким журналистам. Да, они говорили правду. И самая большая правда была повстанцы. Кто такой повстанец? Повстанец это фактически сепаратист. Человек, который внутри своей страны, против своей власти, бунтарь. Повстанец. Это самое большое высказывание было в наш адрес. Давайте украинцев называть повстанцами. Провели референдум, так называемый, квази-референдум провели в Чеченской Республике по присоединению Чечни, там, к принятию Конституции, присоединению Чеченской Республики к России. И все, да, часть России, конечно, вот документ, вот голосовали. Голосовали, разрушенный полностью город, и голосуют
российские оккупанты на БТРах, на танках, у себя в частях приезжают на избирательные участки. Ни одного чеченца не найдете. Только агентура, вообще единицы, и люди, и матери, с фотографиями, с плакатами, с митингами, с транспарантами. Верните наших сыновей. Вот я положил видео Дмитрия Рогозина, который говорит, 18 тысяч без вести пропавших чеченцев. Вы говорите, это много, а я говорю, это мало, говорит Рогозин. Так, если это так, почему тогда Крым не признать тогда таким же частью России? Или, например, это же без спроса было, чеченцев не спрашивали. Также и крымчан не спрашивали. В Крыме-то хоть какие-то были люди. У нас вообще не было за Россию никого. Там, может быть, 1%, 2% нашлось бы. Ну вот присоединили, вписали в Конституцию Херсон и Запорожье украинские. Также писали в Конституцию, не спросив ни русский народ, ни российский народ, ни чеченский народ. Писали чеченское государство, Чеченскую республику в Конституцию в 1993 году. Вообще не было никакого ни референдума, просто был опрос. Хотите ли вы? Социальный опрос такой. Как Сотник, помните, ходил по Москве и задавал вопросы. Также зашли только без камеры. Зашли, вы там это. Все, часть России. И на этом основании Россия на нас нападает. А сейчас, когда она Запорожье, Херсон, она говорит, в который она еще не смогла дойти даже, это как бы часть России. Ну давайте тогда все признаем и Херсон, и Запорожье частью России. Почему такие двойные стандарты? Вот такие вот интересные вещи происходят, которые нам нужно понимать и понимать, что Кавказ не поднимется. Все, кто говорит, что поднимется Кавказ, они или не понимают ситуацию. А почему Дагестан, например, самый большой не поднимется? Так потому что эти дагестанцы воевали в Чечне, самыми жестокими были вот эти головорезы российские, дагестанской национальности, разных национальностей Дагестана. И ну, они фактически вся у них милитаризирована теперь. Молодежь, мужчины, все у них там. Раньше, сейчас считалось, что для того, чтобы там жениться, там, построить дом, ты идешь в Чечню, служишь по контракту, убиваешь там чеченцев, женщин, детей пытаешь. А потом возвращаешься себе в Дагестан, строишь дом. И вы думаете, эти дагестанцы будут восставать? Они зачистили все, и вы все помогали им. Уважаемый Запад, уважаемая Украина. Украина помогала, украинские летчики бомбили Чечню. Буданов, известный, печально известный Юрий Буданов, насильник, некрофил, убийца, был родом из Донецка. А нам сейчас сидят какие-то там Золкины, Карпенки, рассказывают сказки. Почему вы, чеченцы, не встаете? Так где же вы были, когда мы сражались? Золкин и Карпенко же, вы же за русский мир топили, даже когда уже Россия Крым отжала и дальше было. Поэтому это обман. Никто на Кавказе, да, будут вылазки, есть смельчаки, есть люди, которые все понимают. Но для того, чтобы Кавказ поднялся, нужно признать хотя бы Чеченскую республику Ичкерию, гарантировать ей, что примут беженцев, помогут вооружением, финансами, правовой, юридический, информационный и все остальные статусы будут гарантированы. И тогда, может быть, еще чеченцы поверят, потому что находятся в тяжелейшем условии под сильным гнетом. Поэтому я никогда не буду, по крайней мере, сейчас я этого не буду делать. Я буду всех, там, говорят слухи, что вот поеду в Чечню, надо там, в Украине сейчас какой-то отряд соберется, который поедет там и будет там свергать власть оккупационную, марионеточную. А в это же время представители якобы Ичкерии, там Ахмед Закаев, там Руслан Кутаев, это все люди пророссийские.
они имитируют, что они ичкерийцы, за свободу и так далее, и так далее. И они поедут и смергнут Кадырова, и все, и станут во власти. Будут работать на Россию, никакого суда над преступниками, никакой свободы и независимости. Все это, все, кто на самом деле против России был, те и останутся стопроцентными террористами, ваххабистами, каратистами. Все, и на этом вопрос закроется. И чеченцы добровольно получатся, вошли в состав России. Чего добивается Россия? Чтобы не нести ответственность за те злодеяния, преступления, которые она совершала против чеченского народа и государства. И я этих чеченцев, а это простые бойцы, которые находятся в Украине, чеченцы, которые не политики, я их всех буду призывать ни в коем случае. И призываю, и призывал, и буду призывать. Ни в коем случае, чеченцы. Мы ни в коем случае не должны поднимать. Кто хочет воевать, в Украине есть и вооружение, и все остальное, и война уже идет. А чеченскому народу нужно время вылечиться, прийти в себя, осознать, что с ним произошло. Еще многие не поняли даже. Я вот пытаюсь объяснить. Мне укор ставят, что ты сделаешь за компьютером, ты что хочешь там, освободить Ичкерию, там, спасти? Нет. Я хочу, чтобы преступники, убившие моего народа, понесли наказание, чтобы их имена и фамилии были известны, чтобы решение суда было, международного суда. Поэтому, если это международная система, она работает, если она есть, если она не такая гнилая, как она в России есть. Там, потому что там вообще все наоборот. Если они говорят о правах человека, значит там пытки идут. Понимаете? Поэтому нам, постгеноцидному народу, который потерял 30% и все свое пассионарное общество, потом все наше пассионарное общество в Европе, молодежь, которая взрастилась при помощи России, Россия все было подготовлено, как пылесосом высосано из европейских стран и отправлено в Сирию, где их тоже всех поубивали, а некоторых поставили себе там на службу, так сказать. Поэтому кто будет бороться против Кадырова? Вот сейчас у нас там была старая советская номенклатура, КГБшно-ГРУшная, которую народ сверг. И мы захватили здание КГБ, к сожалению, архивы все не опубликовали, иллюстрацию не провели, большущая просто была ошибка. Но тогда, видимо, для избежать кровопролития, гражданского конфликта, наверное, нужно было так сделать. Уже это не исправить. И вот эта советская номенклатура, КГБшная, ГРУшная, военно-КГБшная, она осталась не у дел, когда пришли Кадыровы. Кадыровский клан, так сказать, представители КГБ Кадыровой, они захватили все. И всю вот эту советскую номенклатуру вместе с чеченцами, борющимися против России, некоторых они брали к себе, кто реально воевал против России, их всех убили. Ни одного не осталось. Ни одного настоящего, кто реально сражался против России по-настоящему. Их никого не осталось живых. Они всех убили. Почти, может, 95% их всех убили. И украинцам, кто подумает перебежать на сторону русских, могу заверить. Если вы их не агент, а потом вы что-то решили предать свою родину, вас тоже уничтожат. 100%. И вот эта кадыровская, вот эта новая власть, она зачистила всю старую номенклатуру КГБшную, забрала у них все бизнесы, унижала их, убивала их, снимала на камеру, опускала их. И вот сейчас устроились кадыровцы. И вот эта кадыровская, но старая советская номенклатура в лице Закаева, в лице Кутаева, там, 3-10, которых в Украине очень любят, они хотят свергнуть Кадырова. Сами они этого делать не будут. Потому что Кадыров укреплен, у него деньги, у него обученные люди и так далее, и так далее. А что для этого? Нужно, чтобы народ это сделал. Поэтому сейчас призывать для того, чтобы поднять революцию в Чечне,
там, борьбу там, и так далее. Причем никто не говорит за деоккупацию. Все говорят, мы за независимость. А какая независимость? У нас есть независимость, у нас страна оккупирована. Кто-то предлагает, давайте референдум проведем, мы сейчас, Пригожин там, когда что-то там пробовал, мы сейчас там сделаем что-то, что мы свергнем власть, и мы готовы взять на себя ответственность, и потом проведем референдум. Какой референдум? Мы провели референдум. 20 лет войны, это как минимум уже референдум. Никакой референдум не проведет ни один народ, миллионный народ против 90-миллионной фашистской России, которую сейчас весь мир трясется, бедолаги. Да если мы так знали, что вы так их боитесь бы, мы бы, наверное, тоже испугались бы. Мы не знали, что вы так сильно боитесь. Мы не знали, что вот так все дело плохо на самом деле. Поэтому ни в коем случае нельзя воевать чеченцам. Пусть все остальные, кто хочет воевать чеченцы в Украине, за Украину, пожалуйста, поддерживайте. Но Чечня, чеченский народ должен вздохнуть. А эти хотят зайти туда, свергнуть Кадырова, захватить его миллиарды, вместе там турецкие спецслужбы, все хотят задействовать. Им нужно свергнуть Кадырова, потому что Кадыров это одна из опор Путина, а им нужно свергнуть Путина. Но им не нужно свергать Россию, разваливать Россию. Им нужно, чтобы Путин был позговорчивее или там уже ушел со сцены. Пришел кто-то там, какой-нибудь Навальный, жена Навального, там какие-нибудь там другие, третьи. И чтобы они вот а Кадыров одна из опор, как я сказал, и нужно убрать эту опору. И эту опору должны убрать чеченцы. Понимаете? А чеченцы их могут убрать только при вот эти советская КГБшная номенклатура, ГРУшная, КГБшная. Она сама не пойдет, потому что она знает, что против Кадыровых она не справится. Кадыров их сметет просто. Без проблем вообще сметут. Они их боятся как огня, этих Кадыровых. Поэтому они сейчас сидят здесь, разные там блогеры, на его сына там разные грязные вещи говорят, третьи. Люто его ненавидят, но боятся как огня. Им нужен чеченский народ, поднять нужно чеченский народ, чтобы вот сказать, мы за борьбу, за независимость, за свободу, обманным путем. И потом оставить части России, а они будут у власти. Я лично в эти игры не участвую, я в этом не участвую. Понимаете? И вот у них большая проблема, я не покупаюсь, вот в этом во всем разбираюсь и не соглашаюсь, да? Как-то так, друзья, как-то так. Поэтому нам нужно становиться сильнее, умнее и не дать себя обмануть, чеченцы. Не дайте себя обмануть. А зачем дагестанцам это гулять пешком? Вот я тоже не вижу смысла. Дагестанцы уже ментально россияне. Они убивали чеченцев ради величия России. Пытали чеченцев, убивали чеченцев. Их, правда, в Буйнакский дом взорвали ФСБшники. Но это для русских, дагестанско-русских военных. Это, ну так, подумаешь, они же безвольные рабы. Потому что ты не можешь быть русским офицером с честью, с доблестью, со своим я. Русский офицер это безвольный раб. Как был он 100 лет, 200 и 300 лет назад. Трусливый, безвольный раб, который к своей власти относится как к Богу. И боится этой власти больше, чем врага, который его сейчас в Украине или в Ичкерии уничтожал. Вот такие вот вещи, да. Асан, как ты думаешь, Россия победит? Мышь, Магмус, Россия не может победить априори против войны в Украине. Не может она победить. Понимаете? Если бы Россию нужно было бы сломать, ее бы сломали бы через полгода начала этой войны, через 3 месяца, может быть через год. Не может она победить, ее не хотят ломать.
Ее просто опускают, медленно варят, 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 варят. Потому что это очень удобно во всех смыслах. Мужское население уничтожается, российское. Финансово все. Но опять же, финансово говорят, уничтожается. Например, была информация еще в прошлом году, что Путин, Патрушев, они печатают доллары. А почему им не напечатать? Разве если ты можешь печатать рубли, то можешь и доллары печатать. Ведь русские печатали их и раньше, и в советское время их печатали. А нефть нормально стоит. Санкции обходятся. А так, по факту, Путин, в принципе, не страдает. У него пока есть деньги. Да, там срочники, обманным путем, 3-10, много гонится. Но русские, они находятся полностью вот в этой информационной, в этой пропаганде подвержены. Они выросли на этом. Ведь не только Запад помогал убивать. Помогал, или закрывал глаза, делал вид, что не понимает, там, лицемерил и так далее. Ведь русский народ убивал непосредственно. Русский народ восхищался теми, кто убил как можно больше чеченцев, чеченских детей, чеченских женщин. Невзоров, например, там черепа там таскал. Ведь все были шокированы, что какой-то там ублюдок взял череп и там где-то на вечеринке там украинского солдата там черепом там разговаривал. Помните этот случай? Потом грохнули, говорят, этого ублюдка. Так, Невзоров то же самое сидел и рассказывал, то Невзоров расчеловечивал чеченцев. И все это было воспринято. И до сих пор все Невзорова любят. О, там, в Украине его любят. И мы еще после этого воюем за Украину. Можете себе представить? Самый главный пропагандист, один из самых главных расчеловечивателей чеченцев, Невзоров, гражданин Украины. Представьте, а чеченцы там живут, воюют за Украину, гибнут, уже сколько чеченцев погибло, воюя за Украину. Вот эти все вещи, они на виду все, это все очевидно. Ладно. Россия никогда не победит. Украину, она проиграет однозначно. Мы во вторую русско-чеченскую войну, мы в первую вступали фактически уже в проигрышном положении. А во вторую войну чеченцы приняли русскую агрессию, стратегически проигравшие. Мы не могли выиграть эту войну. Весь мир был против нас, все было. И потом дальше русские делали. 11 сентября русские сделали. Об этом Константин Боровой, депутат бывший российский, говорит, что к нему до ударов по Нью-Йорку, это не может быть выдуманной информацией. Он эту информацию передал ФБР, американцам. К нему пришел сотрудник ГРУ и сказал, что будет удар по небоскребам в Америке. На самолетах будет теракт. Он это прямо говорит, слава богу, живой есть, в Америке живет. И он это передавал в американское посольство в Москве, а потом поехал в Америку, полетел в Америку и там рассказал эту информацию. Все это зафиксировано, это факт. Факт то, что на Америку нападали террористы, за которыми стояли ГРУ, российское ГРУ. Бостонский теракт, русские стояли за бостонским терактом. Вот эти все вещи, очевидно, и нас подогнали под этот терроризм. Я не знаю, почему это делалось, почему Запад, почему американские спецслужбы это позволяли, закрывали на это глаза. Дэвид Саттер, например, который... У меня здесь интервью есть у него. Он лично мне говорил, рассказывал, что американцы знают, кто взрывал в 99 году дома в Москве, в Волгодонске, в Буйнакске, в Рязани, где, помните, ФСБшников задержали. Он говорит, я запрос делал своим американским спецслужбам, это известный журналист Дэвид Саттер, который расследует эти взрывы домов, расследовал. И вот он это все расследовал,
И ему американцы сказали, эту информацию мы не даем. Американцы знают, что они взрывали. Русские сами взрывали свои дома. Патрушев стоял за этим всем. Почему это засекречивается? Почему под этим поводом нападают на чеченцев, потом из чеченцев делают террористов, исламистов, и все это всех устраивает. Вот так Россию замасливали, задабривали, вскармливали. Вот чеченского ребенка людоеду в рот закидывали. На, кушай, кушай, не обляпайся. Вот к чему мы пришли. И сейчас мы на пороге грандиозного просто шухера. Уже идет колоссальные потери, жертвы. Жертвы, правда, еще меньше, чем в Чечне. За 2, за 3 года, за 10 лет. Ну вот у нас за 10 лет было приблизительно столько или больше. Хотя население нас намного меньше. В 40 раз меньше. Россия никогда не выиграет эту войну. С Россию она вступила, как мы вступили во вторую войну, стратегически в проигрышном положении. Точно так же Россия вступила в эту войну стратегически. Ее поймали за пятачок. И теперь ее дубасят. Бам-бам-бам ее. И будут ее долбить до тех пор, пока от нее не останутся рожки до ножки. Вот здесь, в Европе, например, разная российская агентура действует. ГРУ, ФСБ, блогеры. В Украине они действуют. Фейгин, самый желанный человек, был 2 года войны. Фейгин был самым рейтинговым человеком в Украине. Вы можете представить? Это военный преступник, пособник Радка Младича, который осужден Международным Гаагским трибуналом. Вот этот человек сидит с Арестовичем, рейтинги, миллионы просмотров. А вы знаете, что войну-то начала не КГБ, не ФСБ, не Россия одна. Ведь это начало КГБ СССР, и в Украине КГБ УССР было тем, кто ждал этих русских. Что стало с КГБ УССР? Кто-нибудь привлечен из них к ответственности? Никто. По крайней мере, неизвестно. Когда бежал Янукович, глава СБУ, там министр МВД, по-моему, министр или кто там, обороны, все гуськом за Януковичем сбежали. Все силовики Украины. А вы думаете, только там верхушка, что ли, была? А он ставил честных, порядочных украинцев вокруг себя? Вот такие вот вещи очень интересные. Россия начала эту войну, чтобы стать великой империей, потому что миллиардов, триллионов девать некуда было. А великой империей от Лиссабона до Владивостока с другими, и в том числе с немецкими разными там строителями монархии, это делалось для того, чтобы создать новую монархию, новое дворянство. А новое дворянство без киевской истории, без истории Руси настоящей, невозможно построить. И все вот эти КГБшники, СБУшники, ФСБшники, там белорусские, грузинские, казахские, азербайджанские, они все же у власти после распада Советского Союза остались. Они власть из рук так и не выпустили. В Украине более-менее свобода была в силу характера украинцев. В Азербайджане как были отец, потом его сын. В Казахстане то же самое. Назарбаев просидел всю свою жизнь. Вот передал власть такому же. В Грузии Шеварднадзе был. Гамсахурдия он ликвидировал, убил, изгнал. Потом, ну вот вы все это видите. И вот они хотели создать новое дворянство при помощи вот этой КГБшной системы. Вот и все. Вот и все.
Ассаламу алейкум, Асан. Согласен, псевдорусская оппозиция, которую Путин отвергнул, прибежал ли в Украину, в Европу, и что ночи оппозиции изначально нет и не было у них никакой идеи, только у оппозиции последняя инстанции это деньги. Чеченцы не воевали против Грузии. Если кто-то был и воевал там на стороне сепаратистов, это были единицы, которые не подчинялись официальной Грозной, то есть власти. Говорит так, это провокационно. Да, Ливан Кочарау, совершенно верно. Да, Шамиль Басаев принимал участие, и несколько десятков бойцов чеченских принимало. Это вообще, ну, немного, да, и власти чеченские официальные, они не одобряли это. И потом это объяснялось, это была пропаганда, что абхазы борются за свою свободу против КГБшника Шеварднадзе. Ведь Шеварднадзе КГБшник был, матерый, известный. Понимаете? И ну, нету... И я считаю, при всем при этом, я считаю, это было неправда, это было неправильно. Не нужно было чеченцам принимать участие. Если не прав, надо признавать неправ. Да, не нужно было. Нет было жестокостей, которые рассказывают про Басаева и так далее, что там отрезали голову, играли в футбол. Никогда ни одним русским солдатом Басаев не играл в футбол, этого не вытворял. Но и хотя его всю семью, всех они поубивали. А грузины, тем более он этого не делал. А абхазы тоже были, боролись за независимость, сейчас стали просто какой-то там, я не знаю, дырой, какой-то офшорной, непонятной, какой-то черной дырой России, такими черными воротами. И их это устраивает, они молчат, никто не сопротивляется. Поэтому абхазам нужно возвращаться в грузинское лоно, в свою страну и возвращать все как должно быть. Да. Шаляне, ассалам, хаи царевигр, ва алейкум салам. Здравствуйте, пан Асановцы. Как вы думаете, приход Трампа негативно скажет на безопасности Европы? Ведь Трамп любит всяких диктаторов. Игорь Еремеев, здравствуйте, Игорь Еремеев. Я не думаю, что Трамп любит диктаторов. Трамп, я думаю, смотрите, мы должны понимать, что и республиканцы, и демократы, и Байден, и Трамп, они не за Украину, они не за чеченцев, они за Соединенные Штаты Америки. За свои там интересы, национальные интересы, в первую очередь. И это всего лишь два человека, которых мы видим, вот эти партии республиканцев. Там есть глубинное так называемое государство, это спецслужбы, специальные службы, которых там, сколько там, 7 или 13, я не помню, сколько их у них там есть. И я знаю одно, что и Европу, и Украину, в интересах национальной безопасности Америки защищать. Никто не бросит сейчас Украину, Трамп туда придет, там даже если туда придет Путин, станет президентом Соединенных Штатов, он будет обязан защищать Украину и Европу. Конечно же, учитывая интересы своего, в первую очередь, интересы своего государства. Но никто не бросит Украину, никто не бросит Европу, потому что ее не бросит, уже ввязались в это. Сейчас, если потерпит поражение, если Украину оставить, да, 1 на 1 с Россией, она потерпит. Может, через 10 лет партизанских войн, там, 3-10 поражение может потерпеть. А так Украину никто не бросит, потому что это не только будет поражение Украины, это будет, во-первых, укрепление России, именно того, чего она добивается. И это будет прямая угроза для Европы. Европа реально, и Америка там защищает, Европа должна воевать за Украину. Не Америка должна, которая находится за границей, за океаном.
Европа, немцы должны, французы должны, поляки должны сейчас в окопах сидеть. Не вместе с украинцами, с чеченцами, с грузинами. Там сидеть они должны. Понимаете? Мы еще должны еще думать, мы, грузины, чеченцы, должны думать, идти нам, идти или не идти. Понимаете? Особенно мы, чеченцы, которых все бросили, в том числе и все постсоветские страны. А поляки, немцы, французы, они все должны сидеть в этом окопе вместе с украинцами. Не американцы. Знаете почему? Потому что угроза будет в первую очередь для Европы после того, как Украина, если она не выстояла бы. И это уже поняли немцы. Очень хорошо поняли. Очень хорошо. Они осознали, насколько все серьезно. Не все, далеко не все поняли. Простые немцы тут возмущаются. Надо с Россией договариваться, надо с это делать, надо то делать. Нет, уже здесь и Анна-Лена Бербах, и Олаф Шольц. И это не какие-то там супер там бойцы там и так далее. Хотя лидерами партии не становятся не бойцы. Просто здесь принято быть вежливым, мягким и так далее. Но решения принимаются очень жесткие. Министр обороны Писториус и так далее, и НАТО, и все эти страны, они должны понимать, что после Украины будут они. Вот какая вот ситуация. Уже должны войска, уже находиться должны. Немецкие, французские. Но у немцев такой наступательной армии как таковой нету. Я как-то ехал в поезде, и со мной, это было давно, как только я приехал сюда, в Германию, со мной в поезде оказался немецкий военнослужащий. Он оказался русским, из России, из Советского Союза, ну, из России, может, молодой парень был, моложе меня был. И я ему сказал, а если вот смотри, Украина, сейчас там Украину, если победят, дальше они пойдут, это было лет, наверное, 8 назад. Лет, наверное, 7, может, назад. Если Украина падет, Украину там победят, и русские нападут на... Они же четко заявляют, русские говорят, что в соответствии с окончанием Второй мировой войны, тегеранскими договоренностями между тремя сильными государствами, там, Сталин, Черчилль и Рузвельт, что все поделено там, и так далее. А ГДР, часть, половина Германии, это Восточная Германия, это часть Советского Союза, часть России, русских. И если они нападут, я говорю, что ты будешь делать? Ты будешь за Германию воевать? Или же ты будешь за русских? Он мне сказал, не задумываясь. Он мне сказал, конечно, я буду за Россию. Я говорю, а много у вас таких? Он там чеченец, кадыровец, туда-сюда, вот такие вещи, представление было. Здесь один парень в Гамбурге живет. Когда я ему начал говорить, что между кадыровцами и чеченцами есть разница, он не мог поверить, потому что он так с многими общался здесь с кадыровцами, что он не думал, что такие чеченцы, как я, вообще существуют. И это тоже думает, что я там, чеченцы уже не враги, они у них все там таком представлении. Он мне рассказывает. Говорит, у нас 90% всех русскоязычных военных, мы все будем за Россию. Конечно, мы будем за Россию. Вот что говорил мне 7-8 лет назад. Вот какая армия. А очень много, кстати говоря, таких здесь служит. Ну, имеется в виду русскоговорящих. Сейчас, правда, все меняется, ситуация меняется. Но вот к чему мы пришли. Пока боролись с чеченцами, с исламскими террористами, которых нужно было найти с микроскопом где-то. Потом, о, вот он, бросаемся и все вместе его уничтожить. Оказывается, настоящие террористы проникли везде. Все коррумпировали, захватили, хакерские атаки совершают. Это они еще химическое, бактериологическое оружие не применяют. Массово где-нибудь там, какие-нибудь там водохранилища, еще куда-нибудь там не скидывают. Да, я им
не подсказываю, просто я думаю, они меня научат и кого угодно научат, русские террористы, как массово убивать людей. Поэтому, ну, это в любой момент может произойти. В любой момент. Все русские тут в Америке топят за Трампа. Ну, я не знаю, что они там за кого топят. Я уверен, что Трамп не будет хорошим для русских. И Путин не зря, вот в этом случае можно верить Путину. Он не зря говорит, а, что этот, как его, Байден ему выгоднее, чем Трамп, потому что Трамп непредсказуем. А если учитывать тот момент, что вы видели покушение на Дональда Трампа? Вы видели? У меня есть видео. Прям пуля прям заходит, прям видно, как дырку он ему пробивает в ухе. Вот сюда она его заходит. Коснулась там. 1 сантиметр, 2 сантиметра сюда. Он просто вот так стоял, вот так стоял. И он вот так стоит вот перед вами. И поворачивается, и вот пуля ему. Ну, все это видели, наверное. Он еще с душком, оказывается, Трамп. С хорошим душком. В этой ситуации не растеряться, повести себя так. Это очень хорошо. Поэтому я не думаю, что Трамп ненавидит Путина, это уже давно. Я думаю, это все, конечно, все слова и та пропаганда, которая ведется против. Внутри же Америки есть колоссальные противоречия. Демократы, республиканцы, всегда это было. И пропаганда нам рассказывает, что он агент. Ведь этот стрелял, Табах правильно говорит, этот стрелял, который в него террорист, который чуть не застрелил его. Он же наслушался, что это Гитлер, что это 3-10 там и так далее. Через 4 года этот Гитлер уйдет. Больше он даже баллотироваться не сможет. О чем мы говорим, Гитлер? Какой он Гитлер? Этот человек любит свою страну, правильно? Что ему любить? Ему что, Россию любить, или Ичкерию ему любить, или Украину? Он миллиардер, он живет в этой стране. Он хочет, чтобы эта страна была еще лучше. Наверное, я не знаю всех деталей. Но это всего лишь один человек. А ведь вся там построена на бюрократии, на спецслужбах, на государственном вот этой всей системе. И приходят и Байден, и Трамп, и приходят, уходят. Система главная. Вот что такое государство. Я думаю, что украинцы и русские договорились и катают США на миллиарды, а простые обычные люди погибают. Я не знаю, может быть и так, может быть и не так. Тот, кто воюет, тому виднее, что там происходит на самом деле. Ну, может быть, украинцы, если бы на самом деле, в какой-то степени, может, украинцы сочкуют. Может быть и так. А почему, так сказать, им не сочковать? Почему им не сочковать, если они договорились? Ведь что с Пригожиным было, помнишь, Шаране? Глава ГУР Кирилл Буданов нам рассказывал, что он настоящий переворот делает. Я человек, который не имеет абсолютно никакой инсайдерской информации, который знает просто, что такое Россия, и смотрю на открытые источники поведения самого Пригожина, я не верил в то, что это настоящий бунт. Но меня эти люди сбивали с толку просто. Как это? Буданов говорит, что это настоящий бунт был. Это все вполне могло быть просто фейком. Просто, не знаю. Трамп будет лучше, чем Байден. Его вице-президент сказал, что ему плевать на Украину и украинцев. Лучше для России. Но вы не хватаете эти слова, понимаете? Если там какой-то человек сказал, что он там
плевать на Украину, украинцев, может, в каком-то контексте это было сказано. Мы же не знаем, как это сказано. Ну, а зачем тогда Гарри Табах топит тогда так за Трампа? Он-то, наверное, лучше знает изнутри. А? Если Трамп будет лучше. Но я вам скажу, что демократы для мира не были лучше. Были всегда для мира лучшие республиканцы. А как? Ну, я не знаю, друзья. Я, если честно, мне бы в чеченском политикуме разобраться и вот в этом фашистско-российском. А так... Так, наоборот, Аслан, чеченский народ, национальное правительство, легитимное власть Джагарда всегда помогало Грузии. Спасибо великому чеченскому народу, Вева Ичкерия. Спасибо, Ливан, спасибо вам за эти слова. Они очень важны. Мне очень важно, чтобы у нас была дружба с Грузией, потому что этот народ, ваш народ, Ливан, я считаю очень нам близким, очень родным, соседским. Мы всегда жили в мире. Если не участвовала Россия, если она нас не спровоцировала, мы никогда друг с другом не воевали. Большим уважением относились к Звяду Гамсахурдия. И мы хотим с вами дружить. И спасибо тебе. Вива Грузия, Вива Ичкерия. Спасибо тебе, Ливан, за эти слова. Для Америки тоже Трамп будет лучше для экономики. Говорит, СЦ. Может быть, СЦ. Или СК, СЦ. Я по-немецки тебя называю СЦ. Войну в Грузии развязали КГБшники Шеварднадзе и Исилиани, и Китавани. Так Шеварднадзе заплатил России за то, что он не привел его к власти, сместив Гамсахурдия. Вот это дали, вот это так и было. Вот это верится легко. Алейксалам, адьяс. Машуа. Грузины, гостеприимный, благородный народ. Отец спокойно так говорил, а он мудрый был человек. Да, абсолютно твой отец был прав, да, Алге Штольцен. Боже, храни Америку и 6-й флот ВМС США. Амин, 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 амин. Ну вот видите, вот это нагнетание, что в Америке сейчас ужасы, там сейчас там гражданская война, 3-10. Да, конечно, Россия хотела бы и гражданскую войну хотела бы, и хотела бы, чтобы там были пророссийские лидеры, президенты стали такие в Америке. Но при этом в Америке будут президенты только проамериканские. В этом можете не сомневаться. В 1998 году Басаев попросил Ардзинбу отпустить командира Белых Волков, грузинского героя, которого должны были расстрелять. Это 100% информация. СК отпустили? Отпустил Ардзинба. Ардзинба это президент, по-моему, был, да, Абхазии тогда. Отпустили вот этого командира Белых Волков? Ну, я думаю, отпустили, наверное. Басаев никогда не был врагом Грузии и грузин. И все, что на него наговаривают, это мы знаем, какая агентура в Грузии. Еще с советских времен КГБшники там через одного. Вот эти воры в законе. Это все КГБшная тема была. Каждый уже заразили всех грузин, там все эти деньги, как сейчас кадыровцы.
Поэтому на Басаева можно говорить. Мертвого льва может любой шакал укусить. А надо было живым говорить, когда вот эти какие вещи говорят. Мне тут один в Украине находится один грузинский военный, значит, говорю, Басаев такой, Басаев сякой. Там в Украине находятся чеченцы. Ну подойди к ним, расскажи, что ты мне тут доказываешь. Ну, Басаев такой, Басаев сякой. Пойди к ним, расскажи им, что он делает. Там есть как раз кто и Басаева лично знали. 50, они тебе расскажут, почем пуд соли. А мне что тут доказывать? Отпустили, даже показывали по телевизору грузинскому. Это было сделано по просьбе Исалиани Автандила, который был шефом грузинской контрразведки. Ясно. Ну, это все для меня, эти фамилии, имена вообще ни о чем не говорят. Я этого не знал. Много, конечно, вещей, которые нам нужно знать, потихоньку разъяснять, вот, убирать эту обиду. Нам рассказывают вот эту разную пропаганду рассказывают, и также и на грузин на нее ее оказывают. Большое уважение к Джохару Дудаеву. Очень жаль, что таких людей Раша убирает, таких людей на своем пути. Да, Россия убивает очень много и в огромном количестве. Россия это абсолютное, беспримесное, фашистское зло, навеки вечное. Понятно вам? Чтобы знали. А что отличает человек с израильским ником, мне говорят, а что отличает между ичкерийцами и кадыровцами? А вы, уважаемые, съездите в Абу-Гош, и там построена мечеть, которую вы построили. Вы при Дудаеве ее не построили, а вот при Кадырове построили. И спросите там этот вопрос. И они вам скажут, чем отличается, если вы до сих пор не поняли. В этом участвовал мой знакомый ночью, живет у Астры этот ночь, называть его не буду. Не надо никакие имена называть. Басаев Шамиль был великий воин, великим воином. Его... Сейчас. Басаев был великим воином, царство ему небесное. Те грузины, которые про него говорят плохо, они сами являются террористами, убийцами и предателями. Ливан, спасибо большое. Первый раз вот от грузина слышу вот такие прямые, четкие формулировки. Спасибо большое. Евгений, маш воль, Астан, Делер, салам, маш воль, Евгений, хоу, или маш. Поле, шалом, Израиль, Евгений. Полностью поддерживаю демократическую партию США. Сегодня это полностью поддерживаю. Демократическая партия США сегодня это угроза для мира вообще, угроза для традиций, для национальной культуры и просто для здравого смысла. Окей, принято. Если что, я не спросил по-плохому. Ну как вы не спросили по-плохому? Если вы не знаете между ичкерийцем и кадыровцем, вы, наверное, последние 20 вообще не включали никакие новости, не смотрели. Ведь эти кадыровцы нас убивают, они нас преследуют, они убивают наших родственников, они пытают наших родственников. Ну, это Россия делает, но это одни из них. И вы говорите, это знаете, как сравнить человека, который борется за свободу, и тот, кто был с ним рядом, перешел на ту сторону и убивает его. Вот приблизительно вы сказали, что это стоит. Мне показалось, вы это говорите с издевкой, подколом говорите, как часто мне тут разные пишут. Причем и с еврейскими никами тоже попадаются под видом
некоторые по-настоящему, может быть, евреи, а может кто-то, это тролли, может быть. Дудаев был против участия Басаева. Вместо этого он предложил ему свергнуть Шеварднадзе вместе с джихадистами. Однако за день до проведения этой операции Шеварднадзе заявил, что в курсе этой операции. Утечка была, значит. Окей. Я не знал этого всего СЦ. Очень хорошо. Я наоборот, я не сравнивал. Я знаю, что есть отличия. И я за независимость Ичкерии. Ну вот с этого и нужно было начинать. Тогда другой разговор. Ичкерийцы от кадыровцев отличаются тем, что ичкерийцы это свободный чеченец, который хочет свое независимое свободное государство, который признает его и желает его. А кадыровцы это те, кто служат России, которые перешли на сторону русских или были заранее на стороне русских. И вот они таким вот образом сдавали нас, предавали нас, уничтожали, ликвидировали, помогали русским уничтожить нас всех. Вот разница колоссальная, как между небом и землей. Он заявил, что по телевидению кто-то слил подробности операции. Ага, ну, как обычно, бывают утечки, бывает. СЦ, тогда ты говоришь, что Трамп это... вот, СЦ, скажи ты свое авторитетное мнение. Что... кто будет лучше? Трамп или же демократы, которые для нас, для чеченцев, для Украины? Вот твое мнение. Здрасте, вы случайно не автор видео? Ну, я не знаю, о каком видео вы говорите. Ну, я даги не пишу, я пишу, или дагестанцы, полностью я пишу. Мне кажется, ну, может, я могу где-то написать даг, если мне чех скажут. Демократ, президент, республиканцы в Конгрессе. Вот так будет хорошо, да? Значит, для нас лучше, если будет демократ-президент. Ого. Интересно. А для Украины тогда? Ты для Украины тоже, да, ты так считаешь? Тебя надо в битву интервью вместе с Гарри Табахом взять, чтобы разобраться, кто из вас. Ты в Америке живешь, видимо, тоже гражданин Америки. Гарри, гражданин Америки. Вот вы как раз нам объяснили бы. А то нас Гарри уже всех переубедил, что Трамп это лучше. Ну, после того, как Трампа стреляли, для меня Трамп на самом деле, ну, просто зауважал я его. В Трампа стреляли, я зауважал его. Парень абсолютно не собирался, да, сдаваться. Для Украины Трамп лучше, говорит Кот Кискин. Кот Кискин, ты не американец. Давай мы поговорим с американцами. Или другой республиканец-президент. Другой республиканец, не Трамп, да? Думаешь, для Украины, для нас республиканец Трамп будет хуже? Есть ли возможность приобретения независимости Чечении? Ну, что значит? Вывести фашистские войска оккупационные из нашей страны? Ну, пока это физически невозможно. Победа Украины, победа всего прогрессивного человечества над фашистской Россией,
эту ситуацию, конечно же, изменит. И мы к этому готовимся. И я думаю, нам нужно еще больше проявлять активности. Наша страна оккупирована, нам нужно ее деоккупировать. У нас есть все основания для этого. Как все сложится, посмотрим. Буш-младший хотел признать закон о признании геноцида чеченцев. Я видел этот законопроект. Они готовились принять десятки тысяч наших беженцев. Но 11 сентября все поменяло. Да, это я тоже слышал. Я слышал, что Путин сказал, что там все русские генералы там, или там их чиновники сидели там очень опечаленные, там Патрушевы, Матрушевы. И тогда Путин, говорят, сказал, ну типа Америка нас не поддерживает, Америка там за чеченцев, что, и, короче говоря, мы не сможем, типа, докончить начатое, нам мешают, там, туда-сюда. И тогда, говорят, Путин сказал, что недолго будет Америка за чеченцев. И буквально произошло какое-то время, и произошло 11 сентября. Тогда у меня возникает следующий вопрос к тебе, СЦ. Если был законопроект, все готово, какое отношение мы имели к 11 сентября, чтобы из-за этого это все подвинуть? Значит, нужна была Россия, чтобы начать войну против Афганистана, вести войска там. Войны как таковой против Афганистана не было, вели войска и все вроде вернулось. Алейкум Мавидин, алейкум. Я серьезно говорю, что все русские топят за Трампа. Трамп будет и больше произраильский, чем демократы. Ну, за Трампа они топят еще с тех времен, когда начали распространять информацию, что Трамп путинский агент, на него какой-то компромат. Помните вот весь этот бред, который нам навязывали, закидывали и так далее, и так далее. И может быть с этим это может быть связано, что они уже по инерции думают, что Трамп будет за них там. Может, с этим связано. Кадыровцы тебе братья или полезные идиоты русских? Это вы мне говорите? Я не понимаю, в чем здесь? Причем здесь кадыровцы, блядь. Вот видите, а вы говорите, вы не издеваетесь. Это если вы мне обращаетесь, то опять я что-то не могу вас понять, что вы... А потом вы говорите, нет, я же то есть, на самом деле спрашиваю. Я вам на самом деле серьезно ответил, подумал, что вы просто не разбираетесь абсолютно ичкерийц и кадыровец, чем разница. Теперь вы мне тут, кадыровцы, это вы мне говорите, что я не понял. Мне так интересно вас слушать. Чего добиваетесь? Вам что, плохо чеченцам в России? Ну, во-первых, вы убили 300 тысяч наших граждан, 30% граждан Чеченской Республики Ичкерия, всех национальностей, всех религий. И я хочу, чтобы вы понесли за это наказание. Это раз. Во-вторых, я добиваюсь, чтобы вот наказание было. А хорошо ли мы живем, чеченцы, или нет? Ну, у нас идет онкологическая эпидемия, которую вы нам насильно, искусственно навязываете. И забираете на войну и отсылаете под разным предлогом, обманом и так далее, в том числе обманом на войну, и убиваете наших людей. И вообще, почему мы должны жить, а почему не вам бы пожить в нашей Чечне? Давайте выучите чеченский язык. Мы более культурные, более нравственные, более древний народ, чем ваш. Давайте вы будете частью нашей чеченской цивилизации, будете не мы будем в Москву отправлять все свои налоги, все деньги, нефть, газ, который добивать,
а вы будете со всей России нам в город Джохар присылать все налоги, и мы потом решим, кому, куда, что отправить. Давайте так сделаем. Что за глупые вещи вы пишете, непонятно. В итоге эти тапочники, как ты их назвал, выгнали их с позором. Я не знаю, кто кого выгнал. Я знаю, что за 2 года до того, как американцы ушли оттуда, они им оставили всю армию, все там машины, БТРы, оружие, вооружение. Ты видел, как они сейчас по Кабулу ездят на роликах? Талибы, полицейские, военная форма, ездят, знаете, это из-за того, что там дороги хорошие им выложили, понимаешь? Поэтому за 2 года до того, как вывели войска, у них было уже перемирие, и они уже 2 года друг друга не стреляли вообще. Там ИГИЛ начал мутить, опять русские там что-то хотели. И они с ИГИЛом там разбирались. И никто американцев не трогал. Просто американцам нужно было быстро собраться и сделать переброс по какой-то причине. Может быть, это можно было показать, что они слабые, американцы. Может быть, это по какой-то другой причине нужно было сделать. Может было показать, что вот, потому что, столько лет они там находились, и чтобы, знаете, когда русские уничтожили всю нашу республику, убили от 120 до 140 тысяч наших граждан, подписали с нами мир, они тоже сказали, что они проиграли, мы проиграли войну и так далее, и так далее. Хотя внутри нас оставили огромное количество агентуры, и вся наша республика была стерта с лица, почти вся стерта с лица земли. И нам дали только гордость, вы нас победили. И то на 3 года всего эта гордость растянулась, потом снова зашли. Понимаешь, там все может быть, но если смотреть на факты, без разной пропагандистской мишуры, то за американскими самолетами кучей просто люди на шасси цеплялись просто. Представил, люди до чего хотели быть с Америкой. И никогда ты не увидел ни одной фотографии, ни одной такой похожей ситуации, когда русские выводили войска из Афганистана. Поэтому, думаешь, американцы не могли просто одну спичку поджечь и бросить во все свои вот эти хаммеры, маммеры, которые там есть, и сжечь их всех, если не могут вывести? А? Поэтому американцы не проиграли. Англо-американцы, англосаксы или англоамериканцы за последние 100 лет не проиграли ни одной войны, никому. Понимаешь? И именно поэтому в том числе, хотя они сейчас не воюют против России, они выиграют у России. При всем своем вот этом избирательном вот этом ажиотаже, при всем вот этом бардаке, даже если убили бы Трампа, даже если все там произошло, даже если там землетрясение произошло, они все равно победят. Россию они победили. Генералы КГБ в очереди вот так стоят. ГРУ, КГБ, ГРУ я не скажу, я знаю про ФСБ. Слышал информацию. Вот так в очереди стоят с ЦРУ, сдают всех и вся. Понимаешь? Поэтому нет, не победили, Дион. И не могли победить. Я серьезно говорю, что все русские топят за Трампа. Трамп будет и больше произойдет. Это было. Я помню, как Жириновский, все кремлевская хрень по телевизору радовались, типа наш. Это была специальная показуха, чтобы за рубежом его не любили. Там же тоже смотрят, а на самом деле наоборот. Да, Кот Кискин, это мне тоже так кажется. Я знаю, что много моих друзей Украины считают Трампа лучшим кандидатом для Украины. Накал страстей очень высок. Так, перед выборами между либералами и консерваторами дал дикха. Америка знала, что будет война в Украине, вот и быстро выехали. Талибан очень хочет сотрудничать с США. США много сделали для экономики Афганистана. Построили дороги, сотни школ и больниц. Конечно, конечно. Афганистан, наверное, уже сожалеет, да, что американцы ушли оттуда.
Как относишься к черкесскому народу? Как относишься к черкесскому народу? Как я к своим братьям могу относиться, к черкесам? О чем вы говорите? Почему вы задаете вообще такой вопрос мне? Братьям кавказцам, братьям мусульманам, которыми мы бок о бок сотни лет. Так, это не то. Я чуть славу Путина закрепил. Нечаянно перелистывая. Так, друзья, я думаю, мы уже 2 часа в эфире. Давайте на этом наш прекраснейший наш стрим мы закончим. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Завтра, напоминаю вам, будет стрим с Аядом Идиговым на русском языке на платформе открытого диалога. Это представитель, сопредседатель президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственной легитимной, настоящей чеченской власти, друзья. Ну, как-то так. Всего самого хорошего. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Аликёль Маш Оль. До свидания, друзья.